Здравствуйте. Я обычная женщина, я гражданка России, Абхазии, мама 5 детей. Одна воспитываю всех, и вот сейчас я вынуждена просить о помощи, потому что осталась одна, без прав и без возможности защищать себя и своих детей. Услышав обращение Лены в СМИ, я поняла, что я не одна и готова говорить. 29 апреля в районе 12 часов дня я переходила границу из Абхазии в Россию. Цель была платно обследовать ребенка у врача и что-то купить к годовщине смерти моей матери. Меня задержали сотрудники КПП, без объяснения и без основания, просто удерживали около 2 часов. Потом подошел мужчина в гражданском, завел меня в кабинет и дал номер телефона и адрес, куда мне якобы нужно было срочно поехать в Сочи, на улицу Театральную. Сказал, если я не приеду сама, меня туда доставят принудительно. Со мной была моя несовершеннолетняя дочь. Я объяснила, что не могу поехать, ребенок на руках. Но мне дали понять, что отказаться нельзя. Я испугалась и поехала. На месте уже в здании сотрудник отвел мою дочку в отдельную комнату, разлучив нас. Она боялась, она маленькая, она не понимала, что происходит, а меня сразу повели к следователю. Телефон забрали. Когда я спросила, за что меня задержали, мне сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве, якобы незаконно получала детские пособия с 2016 по 2024 год, что регистрация в Сочи была фиктивной. Но я сама подавала документы по списку лично. Все было официально, все проходило проверку. Никогда никто мне не говорил, что что-то не так. И в 2024 году выплаты приостановили. Мне объяснили, что из-за нового закона дети должны ходить в школу на территории России, а мои учатся в Абхазии. Я все поняла, больше не получала ни копейки. Но в тот день следователь вдруг начал на меня давить. В кабинете при допросе буквально влетел другой мужчина, начал кричать: признавайся, чего ты упираешься, просто подпиши, плати деньги и живи спокойно. А я растерялась, я испугалась, это было унизительно и страшно. С 3 до 7 вечера меня удерживали в здании. Я не могла выйти, не могла позвонить, не знала, как там моя дочка одна. Дочь находилась в холодном помещении, без окон, в легкой одежде около 4 часов. Она потом мне сказала: мам, я замерзла, мне было холодно и страшно. Я хотела к тебе. Я несколько раз стучала в дверь ко мне, заглядывал дядя и говорил: сиди, жди, твою маму допрашивают. Только в последний раз он мне сказал: что-то ты мне не нравишься, ты плохо выглядишь. На допросе я просила: отпустите, у меня маленькие дети, одни дома, но мне вынесли подписку о невыезде. Я не прячусь, не убегаю, но мне отказали. Я объяснила: 13 мая у моей мамы годовщина смерти. Я единственная ее дочь, мне важно быть в этот день на могиле. Это святое, это долг, это нельзя пропустить, но мне сказали: это твои проблемы. С тех пор я боюсь вернуться домой. У моего ребенка после допроса поднялась температура, психологически подавлена, боится оставаться одна и постоянно держит меня за руку. Меня предупредили, что если я поеду в Абхазию, меня арестуют, а дети там. Я не могу их увидеть, не могу быть рядом. Я записываю это обращение и обращаюсь ко всем, кто может услышать. К правозащитникам, представителям Абхазии, к тем, кто может говорить от имени народа. Нас нельзя оставлять одних. Мы матери, мы не совершили преступления, мы хотим только жить спокойно и быть рядом со своими детьми.